сказал, ты не умеешь рисовать, у тебя не получится. Ну, обычную ювелирку, которую мы встречаем в магазине, повседневную, он мне. Потом в 2006-м меня родственница одна отвезла к Айдару Стар. И уже он меня познакомил с филигранью. Как это делается, что это делается. Научил всем тонкостям филиграни. У крымских татар было литье. Помимо филиграни было литье, но мало кто об этом знает. И литье, филигрань была более популярная. Литье в основном это были либо дети, либо небогатый слой населения. Мне стало интересно литье само, как это делалось, как отливались. И я взял за основу литье, орнаменты и в современном плане уже это изготавливал. Я его должен делать таким, чтобы он нравился мне. То есть, пока он не будет окончательно нравиться мне, я его не сделаю. Это будет литье, он будет шала в несколько уровневый.